Вы всегда первые были? Да. А? А зачем? Многим нет и 12 лет, но за плечами уже победы районного и республиканского уровней. Рифкат Миниханов и Рустем Гарибов приветствуют юных картингистов. По традиции, в День защиты детей они садятся за штурвалы своих болидов. Участники, хотя и начинающие, но ездят вполне себе в профессиональных условиях. Здесь и 400 метров оборудованной трассы, и электронный хронометраж с самыми оперативными показателями, ну и, конечно, сами карты совсем не любительского уровня. Гонщиков разделили на две группы, до 12 и до 16 лет. Алине Юнусовой 12 за рулем год. Мечтает стать профессиональным гонщиком. Не знаю. Нравится на машинах кататься. Еще одна гонщица, 10-летняя Самира Мусина. Сегодня она на равных состязается с мальчиками. Да, тяжело, потому что очень сильно гонят, поэтому надо сильнее на газ нажимать. Чем выше скорость, тем сложнее входить в повороты. Трасса сложная даже по взрослым меркам. Но это не останавливает будущих чемпионов. Здесь они борются за Кубок Республики. Особое внимание хотелось бы отметить, что уделяется и правительством республики картинговому движению. И самое главное, это идейный вдохновитель и организатор картингового движения Рифкат Нургалиевич Миниханов с нами здесь. Давайте ему похлопаем. И тем более у него сегодня день рождения. В ответ именинник Рифкат Миниханов вспомнил того, кто стоял у истоков татарстанского картинга. Картинг мы поддерживаем, мы работаем. Но я думаю, на любых соревнованиях, я всегда это открыто говорю, то, что сегодня вот мы на таком уровне все проводим, это, конечно, заслуга отца картинга, я скажу, Евгения Львовича Шафранова. Евгения Шафранова называют учителем, наставником и отцом гонщиков Татарстана. Картингу посвятил всю жизнь. Воспитал чемпионов России и Европы. Вручную собирал карты, проектировал гоночные трассы. При его участии построили и главный автодром республики Казань-Ринг. Евгений Шафранов ушел из жизни в 2021-м. Сегодня его дело продолжают ученики, внедряя в традиционные гонки уже фиджитал-концепцию. Пока одни состязаются на трассе, другие оттачивают навыки на симуляторе. Ну, драйв, там, адреналин. Ну, а здесь так чисто потренироваться. В это время к выезду готовится уже новый состав. Каждую машину тщательно подгоняют под каждого гонщика. Мне слишком маленький, я слишком большой просто. Обязательно шлем, обязательно перчатки, обязательно длинные рукава, чтобы нигде не висели, не торчали никакие шнурки ни на обуви, ни на одежде, ни на голове. За день по трассе не по одному разу проедут 190 участников. Самые быстрые получили свою первую награду. Рамиль Шабин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.